Этот детский сад за 220 миллионов рублей – гордость красноярских чиновников. Здесь есть бассейн, компьютерные и гимнастические залы, на крыше предусмотрен прогулочный дворик. Впрочем, это не гарантирует сказочного детства. Мама одного из воспитанников утверждает, ее сына заставили мыть унитазы. Ребенок якобы капризничал, поэтому воспитатель пустила в ход трудотерапию. И таких примеров, по рассказам родителей, немало. У нас тоже были конфликты с ней. А у вас Мелкие синячки, допустим, вот на местах, на ушках. Я говорю: Сережа, это что такое было? Она говорит: вот, она меня в угол так тащила. Она некоторых детей терпеть не может, это прям видно в ее поведении. А унижает прилюдно. Однако заведующая утверждает, ее учреждение вовсе не является садом строгого режима, а случай с мытьем унитазов всего лишь недоразумение. Ко мне обратилась с жалобой одна из родительниц на действия воспитателя, что якобы во время прогулки, сборов на прогулку, ребенок отказывался одеваться, и воспитатель предложила ему: если не хочешь одеваться, значит, можешь остаться с младшим воспитателем и убираться в группе, там, мыть полы в спальне и в туалете. Ребенок, я так понимаю, что воспринял это буквально и пошел в туалет. Но воспитатель пошла вслед за ребенком, и она сказала: я пошутила, иди собирайся. Отшутиться пытаются еще в одном детском саду Красноярска, где также по требованию родителей санкционирована проверка. Здесь расшалившийся ребенок уронил в унитаз туалетную бумагу. Воспитатель потребовала рулон достать. Открыто рассказывать о произошедшем на камеру родители отказываются, опасаясь, что обиду воспитатели выместят на детях. У детей шок, у них стресс, и они просто боятся сходить в туалет. Как воспитателям пришло в голову так наказывать детей, не понимают даже их коллеги. Причем как из муниципальных, так и частных садиков. Последние уверяют, дело не в зарплате. Она сейчас считается средней от 15 до 22 тысяч рублей и примерно одинаково по городу. Это достаточно случай действительно шокирующий, потому что, приходя на работу с детьми, как можно маленького ребенка вообще чем-то обидеть? Собственно говоря, родитель, отдавая ребенка в садик, понимает, что тут как раз будет замена и семьи, и мамы. 8 часов рабочий день проводя с ребенком, как можно вообще позволить себе такое? Конечно, шокирует такое. После жалоб и проверок воспитатель, заставлявшая ребенка мыть унитазы, уволилась по собственному желанию. В другом садике педагогу вынесли замечание и частично лишили зарплаты. При этом чиновники от образования признались, гарантировать стопроцентную безопасность детей они не могут. Главная надежда на самих родителей. Если у родителей есть информация о том, что педагог некорректно ведет себя, использует непедагогические методы воздействия на детей, такие педагоги не должны работать в дошкольном учреждении. И мы считаем, что эта информация не должна быть анонимная. Родители вправе обратиться как к заведующей дошкольного учреждения, так и в Главное управление образования с этой информацией. Тем временем в Красноярске расследуется новый случай, теперь уже в средней школе. Учителя физкультуры подозревают в избиении 14-летнего мальчика. Родители написали заявление в полицию. Марина Мышко, Сергей Чудинов. Настоящее время. Красноярск.